Здравствуйте, в эфире «Актуальное интервью». Я Андрей Погорелов, и мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, руководитель управления Госстройжилнадзора Якутии Наталья Чусовская. А говорить мы будем о проблемных вопросах по управлению многоквартирными домами. Наталья Гавриловна, здравствуйте, рады приветствовать вас в нашей студии. В апреле стало известно, что жильцы многоквартирных домов теперь в обход управляющих компаний могут напрямую с ресурсоснабжающими организациями заключать договор о поставке услуг. Это главная новость, скажем так, прошлого месяца. Да? И прежде чем мы начнем говорить на эту тему, хотелось бы задать вопрос, который наиболее актуально сейчас стоит для жителей нашей республики в плане паводка. Да? И вот какие меры сейчас дополнительные принимаются вашим ведомством в связи с паводком на реках Якутии? Ведь очень много домов оказались подтопленными. На сегодня действительно подтоплены в основном частные владения, дачные участки. Под нашим пристальным вниманием находятся многоквартирные жилые дома, поскольку мы контролируем деятельность управляющих компаний ТСЖ, то есть лиц, которые ответственны за содержание и ремонт общего имущества. В рамках профилактических мероприятий нами в адрес управляющих компаний, которые находятся в зоне подтопления, направлены предупредительные письма. О чем? О том, чтобы они после схода воды, если действительно многоквартирный дом был подтоплен, они обязаны провести неочередной, неплановый осмотр технического состояния дома, чтобы определить объемы ремонтных работ. Вот такие мероприятия проводим. Кроме того, мы действительно мониторим ситуацию. На сегодняшний день информация о том, чтобы какой-либо многоквартирный дом попал в зону подтопления, у нас такой информации нет. Но мы держим на контроле ситуацию. Вернемся непосредственно к теме разговора. Закон о прямых договорах, как раз таких исключающих управляющих компаний. Как он может вообще отразиться в целом на самих и жильцах, получается, и управляющих компаниях? На самом деле, согласно жилищному законодательству, управление многоквартирным домом предусматривает, что управляющая компания является исполнителем коммунальной услуги. Так, оно так и остается. Но данный закон, данные поправки вводят ряд случаев, при которых можно перейти на прямые договоры поставки коммунальных ресурсов. Какие это случаи? Во-первых, если собственники на общем собрании решили перейти на прямые договоры. Это один момент. В этом случае они направляют протокол общего собрания в адрес управляющей компании и в адрес ресурсоснабжающей организации. Ресурсоснабжающая организация в течение 30 дней рассматривает и заключает с ними договор поставки. Второй случай – это когда поставщик коммунальной услуги может расторгнуть в одностороннем порядке договор поставки при наличии задолженности, которая признана управляющей компанией. Например, в ходе акта сверки действительно управляющая компания говорит, что да, я должен такую-то сумму перед поставщиком. Либо есть подтвержденная судом задолженность. Это когда ресурсоснабжающая организация подает о взыскании задолженности в отношении УК либо ТСЖ. И какая сумма? Это если есть задолженность в размере 2 среднемесячных сумм по оплате по договору. Например, если за предыдущие 12 месяцев такая-то сумма обязательств по договору, и она делится на 12 месяцев. И если задолженность составляет 2 и более таких величин, то тогда поставщик коммунальной услуги вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор. Каким образом? Он направляет уведомление в адрес управляющей организации, любым способом, который позволяет зафиксировать момент получения управляющей компании такого уведомления. Далее, ресурсник должен уведомить собственников, каким образом? Путем объявления, размещения информации в общедоступных местах, это в подъездах, на досках объявления. И в третью очередь он должен уведомить орган жилищного надзора, то есть нас управление. И по истечению 30 дней с момента получения такого уведомления договор считается расторгнутым. При этом, при этих 2 моментах письменного заключения договора не требуется в силу закона. То есть по истечении 30 дней уже выставляет платежки на оплату поставщик коммунальной услуги. Но тут не менее важный вопрос такой появляется у обычных потребителей услуг. Кто будет приносить квитанции теперь
если Теперь- мы исключаем управляющую компанию? В этом случае тот, кто исполняет предоставление коммунальной услуги, кто предоставляет, это ресурсоснабжающая организация, она будет предоставлять платежки. То есть у наших собственников будут две платежки. Одно за жилищные услуги, а другое за поставку коммунальной услуги. Но они сейчас готовы, да, Ну, к переходу уже? На сегодняшний день 11 многоквартирных домов в городе Неринги путем проведения общих собраний перешли на прямые договоры. В городе Якутске в одностороннем порядке поставщик коммунальной услуги ООО «Квартал», они расторгли договор с УК ТОС по дому Курашова, 44. То есть, получается, если они в начале мая расторгли, направили уведомление, то уже за июнь месяц будут выставлять платежку поставщик коммунальной услуги. Ну, можно ли теперь сказать, что количество управляющих компаний значительно сократится в связи с введением вот таких новшеств? И какие вообще могут возникнуть проблемы, скажем, у жильцов вообще тоже? Ну, управляющие компании никуда не денутся, поскольку у них есть обязанность, да, по предоставлению жилищных услуг. Кроме того, они покупают у поставщиков коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества. Это все остается, то есть они никуда у нас не денутся. Есть другой случай, если они будут выставлять двойной платеж. То есть, получается, ресурсоснабжающая организация выставила, и они тут выставляют. Но данное действие карается штрафом в двукратном размере от суммы выставленной. Поэтому, значит, если будут такие случаи, я обращаюсь к собственникам, пожалуйста, необходимо обратиться в управление. Ну, а для самих все-таки жильцов какие-то сложности еще возникнут? Кроме двух платежек и кроме повышения платежной способности, дисциплины, да, ничего. То есть это направлено на улучшение отношений между... Но вот именно изменится ли ситуация с неплатежами в сфере ЖКХ как раз-таки вот с реализацией этого закона? Реализация данного закона в первую очередь направлена на то, что у собственников и у поставщиков коммунальных ресурсов на сегодня появился эффективный, реальный инструмент борьбы вот с этими недобросовестными УК и ТСЖ. Не секрет, что вот по последней информации, которую опубликовал поставщик Якутсэнерго, УК и ТСЖ по республике задолжали более 500 миллионов, да, даже 600 миллионов рублей. Из них на город Якутск приходится более полмиллиарда. И поэтому, значит, собственники, поставщики, они на сегодняшний день имеют право расторгнуть этот договор. И чтобы исключить, для чего? Для того, чтобы исключить управляющую компанию, либо ТСЖ, которая недобросовестно, да, относится к своим обязательствам по перечислению денег из этой денежной цепочки. Это только для того, чтобы действительно деньги, которые оплачивают собственники, напрямую попадали ресурсоснабжающим организациям. Дарья Гавриловна, но вот какие-то еще существенные изменения произошли в жилищном законодательстве или, может быть, что-то ожидается? В конце прошлого года, 31 декабря, был принят закон, который ужесточает требования лицензионных к управляющим компаниям. Во-первых, значит, срок действия лицензии ограничен 5 годами. Раньше он был бессрочный. Так, во-вторых, введено было новое лицензионное требование отсутствия схожести наименований. Для чего? Для того, чтобы недобросовестные управляющие компании не вводили в заблуждение собственника, не вставляли платежки под именем другой. Да? У нас же, например, из 47 организаций со схожими наименованиями на сегодняшний день должны внести учредительные документы изменений 27. Им дан срок 6 месяцев. Ну, даже по городу Якутску. Солидарность, солидарность плюс, да? Ирстрой и строй плюс, да? Вот таких много. Поэтому та управляющая компания, которая получила позже лицензию, она обязана в течение вот этих 6 месяцев внести изменения в учредительные документы. Ну вот хотелось бы, наверное, перейти, скажем так, к практике. Вот в городах, в частности, в Якутске, и вот и в Нерюнгри мы тоже в наших сюжетах новостных показывали, да, в тех случаях возникают конфликты, когда жильцы хотят отказаться от одной управляющей компании и перейти на другую. И вот тут вот возникает конфликтная ситуация, причем не самые хорошие со стороны как раз-таки управляющей компании. Вот что вообще, вот как нужно действовать жильцам, и вот что бы вы посоветовали вот в этой ситуации непосредственно? Во-первых, жильцы должны понять, что только они могут сменить управляющую компанию.
Каким образом? Проведя общее собрание. Общее собрание должно быть проведено в соответствии с законом. Решение, принятое на общем собрании, будет легитимно в том случае, если будет кворум. То есть собственники должны знать, что принимать участие в голосовании могут только те, у которых действительно оформлено право собственности. Кстати, вот как раз в жилищное законодательство было внесено изменение, да, которое помогает собственникам правильно провести. А именно что? Управляющие компании и ТСЖ обязаны вести реестр собственников, чтобы собственники не обращались в Росреестр, не платили деньги, да, кто есть собственник в этом доме. В этом реестре должно быть фамилия, имя, отчество собственника. Если это юридическое лицо, то полное наименование официальное, да, основной регистрационный номер должен быть указан, номер квартиры и доли, принадлежащие собственникам. Это намного облегчает проведение собрания. Потому что если нету кворума, то есть в собрании не приняло участие более 50%, то принятое решение считается ничтожным, не влечет никакой дальше последствий. Ну вот, а как бы вы вот прокомментировали вот эту ситуацию, которая была у нас в республике, если я не ошибаюсь, когда как раз-таки при переходе из одной управляющей компании в другую старая компания начала демонтировать там перекрытие, которое вело на чердак, ну это получается заграждение, да, чтобы туда люди не ходили. Это законно было, незаконно, то есть, возможно, на тот момент уже жители проплатили, скажем так, эту конструкцию, да, внося свои какие-то платежи. Ну, данный момент был рассмотрен управлением, была проведена проверка и было установлено, что деньги собственник на установку вот этого ограждения не было затрачено, и управляющая компания, можно сказать, унесла свое имущество. Ну, а вот вообще куда нужно обращаться жителям, вот помимо вашего управления, да, вот, чтобы урегулировать конфликт, скажем так, с управляющей компанией? Ну, в первую очередь, если возникает какой-то конфликт, они должны разобраться у себя, со своей управляющей компанией, поскольку есть обязанности, которые установлены в договоре управления. Да? Если там уже не решается, не принимается каких-то мер, то, конечно, к нам, в управление государственного строительного и жилищного надзора. Ну, я надеюсь, что после нашей с вами беседы, да, я думаю, количество недовольных, скажем так, жильцов уменьшится, а количество управляющих компаний, которые будут исполнять должным образом, только увеличится. Наталья Гавриловна, большое спасибо вам за участие в нашей передаче. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был руководитель управления Госстройжилнадзора Якутии Наталья Чусовская. Ну, я напоминаю, что вы смотрели программу «Актуальное интервью», а если вы останетесь на нашем канале, вы будете в курсе всех последних событий.